На границе новых столкновений за минувшие сутки не было. Переговоры о деэскалации конфликта ведут первые лица правительств двух стран. Напряжение сохраняется. Борьба с дезинформацией. Госпогранслужба опровергает обвинения таджикских спецслужб по стрельбе по анклаву Ворух и удержании заложников. Взрыв и крупный пожар в столице. 3 дома, фура и контейнер сгорели на проспекте Дэн Сяопина. ЧП ликвидировали 5 пожарных расчетов. Пострадавших нет. Вода, отравленная хромом, текла из кранов в домах жителей Маевки. Опасное вещество – давние отходы производства с завода Фрунзе. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Елена Кобзева и Джалдош Исаков. Сегодняшний день и минувшая ночь в баткенских селах на приграничном участке с Таджикистаном близ анклава Ворух прошли без эксцессов. Однако жители села Аксай, находящегося в эпицентре конфликта, все это время остаются в напряжении и не могут вернуться к спокойной жизни. В селе не осталось женщин и детей. Их вывезли из зоны конфликта, опасаясь за то, что ситуация в любой момент может вновь обостриться. Мужчины, оставшиеся в селе, несут дежурство круглосуточно. Сегодня, как выяснилось, они встретились с членами рабочей группы, в составе которой есть и депутаты Джугурку-Кенеша. На встрече наши граждане обозначили ряд требований к представителям власти. Они заявили о срочной необходимости завершить процесс делимитации и демаркации госграницы, а также достроить дорогу Аксай-Тамдык, так как от этого пути зависит жизнь в отдаленных баткенских селах. Репортаж Эльнуры Гбасаровой с места событий. В 150 метрах за моей спиной находится кыргызско-таджикская граница, то самое селение Таджикский Ворух. На сегодня ситуация в селе Аксай более-менее стабильна, но с единственной разницей. В населенном пункте остались только мужчины. Буквально накануне около 304 женщин с детьми вывезли в Баткенскую область, в частности в город Баткен, в целях безопасности. Дома есть сейчас? Нет, детей, женщин нет. Эвакуировали всех, увезли в область. Из-за того, что была перестрелка с соседними таджиками, короче. Они стреляли, попали сюда, вот, в поле места. На поражение стреляли. А что за пули были? Боевые патроны. Есть? Да. Ичиден тапсар, внутри, может, остались пулялар. А в Таджикистане? Таджикистан недалеко, в принципе, вот на крышах. Военные лежали там, оттуда стреляли. А сколько вы здесь уже живете? С рождения. Я 33 года уже живу. А сегодня уже в село Аксай приехала рабочая группа, куда вошли 5 депутатов Джугурку-Кенеша. Вице-премьер, да? Таджикистан. Кто представлял таджикскую сторону? Вице-премьер-министр? Да, и наша сторона тоже была представлена вице-премьер-министром. Дженгиш Разаков присутствовал на переговорах. Как у нас сейчас обстоит связь с жителями Лелекского района? По нашей информации, около 80 школьников не могут посещать школу, так как дорога перекрыта. Этот вопрос прорабатывается. У нас есть вариант использовать объездную дорогу. Люди сейчас пользуются ей. Вчера в 12 часов дня там был налажен пропуск. Проезжают большегрузные машины. Аружасы бары да бар, аружасы жоғы да бар. Анкени елдің арасында да патрульдағанға милиция келген берге, ошондо эле границага жардам берген келген. Keçerli balamız şu granişanın içinde özümüzün teritoriyada okuyacak otat beçara. Tuğray'da zaksakan, kesmeyen granişada. Ben kesmeyen altıma bir 3-4 tane jattı vermeye koşuluk. Встреча с членами рабочей комиссии длится уже не первый час. Жители села Аксай выдвинули ряд требований. Основные – завершить работы по делимитации и демаркации государственной границы и завершить начатое строительство дороги. Иначе, говорят они, конфликт будет продолжаться.
Очень тяжело жить, когда ты даже не можешь свободно ходить по улицам родного села. Нам очень нужна эта дорога. По этой дороге мы выгоняем скот на пастбище. Раньше нам приходилось дважды в день пересекать КПП соседнего государства. Проблем много возникает. То к нашим документам придираются, то скот пропадает. А вернуть мы его не можем, так как автоматически будем считаться нарушителями. Вот она, та самая дорога Тандык-Аксай. Протяженность 25,5 километров. На сегодняшний день уже отстроено 13. И если трасса будет наконец завершена, то она соединит кыргызские села с областным центром Баткена в обход таджикского эксклава Ворух. Поэтому, говорят местные жители, проект, несмотря ни на что, нужно завершить. Эльнура Бекпасарова, Алтынбек Ханыбек уулу, НТС, Баткенская область. А между тем, представители правительства обеих стран ищут решение сложившейся ситуации за столом переговоров. По итогам двух встреч между вице-премьер-министром Дженгишем Разаковым и заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Азимом Ибрахимом стороны выразили обоюдное намерение о том, чтобы снять напряжение в зоне конфликта, а также расследовать причины инцидента и предпринять все необходимые действия для объективного расследования произошедшего инцидента с созданием совместных следственных групп, в которые войдут представители Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел обеих стран. На встрече также было отмечено, что среди населения с кыргызской и таджикской сторон нет радикальных настроений. Между тем, вопрос с дорогой, который вызвал спор среди местного населения, возник не сейчас, подчеркнул Дженгиш Разаков. И важно как можно скорее найти решение, чтобы избежать инцидентов в будущем. Этот вопрос возник не сегодня. Ему, насколько мне известно, около 20-30 лет. Причина конфликта – строительство дороги Аксай-Тамдык. Я считаю, что дорога расположена на нашей территории, и мы достроим ее. Трасса строится, чтобы была альтернативная дорога в случае обострения ситуации. Кроме того, поднимался вопрос добычи гравия. Теперь необходимо не обострять ситуацию с обеих сторон, призывать население к согласию и решать проблемы. Переговоры провел и находящийся на месте министр внутренних дел Кашкар Джуншалиев. Он встретился со своим коллегой Рамазоном Рахимзадой. Руководители силовых ведомств пришли к решению о создании двусторонней оперативно-следственной группы для проведения объективного расследования инцидента на границе. Кроме того, обе стороны намерены создать круглосуточные патрульные группы из числа милиционеров Кыргызстана и Таджикистана, а также оказывать помощь гражданам приграничных районов Баткенской и Сагдийской областей. Конфликт, напомним, начался еще в среду, когда наши рабочие и спецтехника пытались начать строительные работы объездной дороги Аксай-Тамдык вокруг анклава Ворух на территории, относящейся к Кыргызстану. Граждане Таджикистана выразили протест, заявив, что этот участок спорный. После столкновения на место были стянуты силы погранслужб и милиции, однако даже несмотря на их присутствие, накануне уже ближе к 5 часам вечера обстановка обострилась вновь, и между жителями с обеих сторон снова начались столкновения. Известно, что среди кыргызстанцев один милиционер получил сквозное огнестрельное ранение в ногу. Ему оказали всю необходимую помощь. Из реанимации он был переведен в травматологию. Второй пострадавший – местный житель, который получил огнестрельное ранение плеча в удовлетворительном состоянии. А вот еще один мужчина с огнестрельным ранением в области сердца в тяжелом состоянии. Власти Таджикистана сообщают, что с их стороны есть 2 погибших. Пациентам оказана вся необходимая медпомощь. Один из них в стабильно тяжелом состоянии. Пуля попала в грудь, извлекли в районе печени. Второму пуля задела мягкую ткань ноги. Его состояние стабильное. Наши сотрудники работают в усиленном режиме. Со стороны Лилекского района, в месте, где дорога перекрыта, дежурят 2 бригады скорой. И со стороны города Баткен в селе Аксай тоже 2 машины с медиками стоят наготове. Пока у нас все медикаменты и необходимые лекарственные препараты для оказания помощи имеются. Так кто виноват в конфликте? Кыргызстан и Таджикистан обменялись взаимными обвинениями. Спецслужбы соседней страны считают, что наша страна нарушила межправительственный протокол по строительству дороги, а местные жители – режим госграницы. Однако территория, вокруг которой возник конфликт, категорично, утверждают наши чиновники, принадлежит Кыргызстану. По информации погранслужбы Кыргызстана, именно таджикские граждане стали зачинщиками конфликта. Местные органы власти также уверены, что каких-либо нарушений со стороны наших дорожников не было. Подробности в нашем следующем сюжете.
Таджикистан обвинил нашу страну в разжигании конфликта на границе. С таким заявлением выступила ГКМБ соседней страны. Спецслужбы Таджикистана называют конкретные фамилии организаторов противостояний и уверены, что наше государство первым нарушило двусторонние договоренности. Якобы именно это послужило причиной недовольства сельчан Таджикистана. 13 марта 2019 года на территории Джамоата Ворух, города Исфара, со стороны Кыргызстана в нарушении двустороннего межправительственного протокола было начато строительство дороги Көкташ-Оксой Тамдик. На эти действия кыргызской стороны жители Джамоата Ворух, города Исфара, выступили с протестом. В ответ со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь по жителям названного Джамоата. Также правоохранительные органы Кыргызстана перекрыли дорогу Исфара-Ворух, прекратив по ней движение автотранспорта граждан Таджикистана. Кроме того, кыргызские пограничники удерживали на территории погранотряда Оксой 30 пассажиров из числа граждан Таджикистана на 2 автомашинах марки «Газель» в качестве заложников. 50-60 граждан Кыргызстана закидали камнями жителей Воруха, вследствие чего 11 граждан Таджикистана получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Кыргызская сторона факт каких-либо нарушений отрицает. Местные органы власти заверяют, что строительство дороги ведется на нашей территории, а поэтому согласия соседей на этот счет не требуется. Наши чиновники уверены, соседи просто пытаются переложить ответственность. То, что таджикская сторона говорит, что работы здесь не должны были вестись, это неправильное решение было принято еще в 2014 году, и тогда должны были все закончить. В Министерстве транспорта говорят, строительство дороги было начато по просьбе местных жителей. Ее строительство ведется уже с 2013 года, и на сегодняшний день там закончена только половина всей трассы. Местным жителям дорога нужна для хозяйственных нужд. Внутренняя линия, будем считать, да, вот эта граница, ну, сейчас граница, а вот эта дорога, как раз Göksay, Göktaş, Аксай, Тамдык. Вот это, да, Аксай, значит, дорога построена, всего 24,5 километра общая протяженность. Из них, вот, начиная от Göktaş, значит, до 13 километр дорога сделана. Это гравийное покрытие. Там построено 2 мостов, и вот здесь закончен. А вот здесь дальше, значит, вот блокпосту Тамдык, значит, начали построить дороги, значит, и сейчас вот это вот здесь вышел конфликт как раз. Вот здесь с 13 километра на 4 километра в этом году с февраля начали по инициативе, значит, райгосадминистрации. В строительстве не участвовали наши, которые тендер выиграл подрядчик, а силами местного населения, значит, начато строительство автотрапы, можем так назвать, значит, там, использованием бульдозера, погрузчика. Не согласны наши органы с заявлениями по поводу открывшейся стрельбы. ГКМБ Таджикистана утверждает, что огонь по людям начали вести наши пограничники. В пограничных войсках напомнили, что оружие было применено с обеих сторон одновременно. И стреляли военные ни в коем случае не на поражение, а исключительно в воздух. Данное сообщение не соответствует действительности. И 13 числа, и 14 числа, когда обстановка на кыргызско-таджикской границе накалилась, то есть граждане 2 стран начали кидать друг друга камнями, чтобы снять напряженность, чтобы местные жители по своим сторонам разошлись, чтобы разойти и остановить этот конфликт. И с таджикской стороны, и с кыргызской стороны были применены предупредительный выстрел в воздух только для целью остановить беспорядок, который был на границе. И поэтому 2 дня мы об этом сообщаем, и там никаких других применений оружия в отношении граждан с обеих сторон не было.
мы это официально заявляем. Нагнетают соседи и по поводу взятых заложников. В заявлении ГКНБ Таджикистана сказано, что нашими гражданами были взяты в заложники около 60 таджикистанцев. Однако наше Министерство внутренних дел уверено, подобные обвинения не обоснованы. Такого не было, я уверенно могу сказать, ни в коем случае. И самое главное здесь не искать, кто крайний. Сейчас, в данное время, дипломатическим путем надо решить все проблемы. На сегодняшний день зарегистрировано именно по РПП 2 материала, общее собрано 7 материалов и 2 возбужденных уголовных дел, то есть РПП. Кто действительно был зачинщиком конфликта и как на самом деле развивались события, теперь предстоит выяснить специальной комиссии, о создании которой договариваются правительства 2 стран. Вероятнее всего, точка в этих вопросах будет поставлена после завершения расследования конфликта и полного урегулирования ситуации на границе. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС. Конфликты из-за строительства автодороги Аксай-Тамдык происходят уже не первый год. Только за последние 6 лет произошло больше 10 стычек местных жителей, вплоть до применения оружия. Последний вспыхнул также после попытки кыргызской стороны продолжить строительство дороги. Путь в объезд таджикского анклава Ворух избавил бы кыргызстанцев от необходимости преодолевать таджикские КПП при передвижении автотранспортом, а также мог бы предотвратить, как предполагалось, возможные столкновения граждан 2 стран в будущем. При очередном противостоянии местных жителей 10 лет назад, как выяснилось, бывший в то время секретарем Совета Безопасности Адахан Мадумаров подписал протокол о том, что землю, на которой шло строительство и которая и так принадлежит Кыргызстану, мы берем в аренду сроком на 49 лет. Почему был предпринят этот шаг, узнавал Болот Исаев. Строительство автодороги в объезд таджикского анклава Ворух, что должно было предотвратить конфликты в будущем, изначально было согласовано правительствами 2 стран. Позже таджикская сторона изменила свою позицию, потребовав взамен предоставить коридор, который бы связал анклав с основной территорией Таджикистана. Кыргызстан с требованием соседей не согласился, из-за чего работы по строительству автодороги приостанавливались несколько раз. В 2009 году, по словам первого губернатора Баткенской области Мамата Айбалаева, на участке протяженностью около 700 метров у реки Исфара жители таджикских анклавов заявили, что земля принадлежит им, и не дали продолжить строительные работы. На переговоры прибыл Адахан Мадумаров, занимавший в ту пору должность секретаря Совета Безопасности Кыргызстана. Как сообщается, чтобы строительство дороги было продолжено, он якобы согласился с территориальной претензией жителей соседнего государства и подписал документ о том, что Кыргызстан берет, по сути, свою же территорию в аренду на 49 лет и уехал обратно. Теперь это превратилось в проблему. Раньше это пустырь был. Мы, наверное, пасли скот, коровы, мелкий скот. А сейчас, после того, как Мадумаров подписал этот протокол с таджиками, все вдоль реки, все уже разделили на огороды, построили дома. И вот село Мачаи и село Чарку, они практически объединились. Когда китайцы строили дорогу, здесь остановились, таджики вышли протестом, претензий. Тогда, значит, быстрее решить эту проблему. И, видимо, по поручению президента Мадумаров съездил туда. И он, поэтому по легкому пути он пошел, подписал, якобы это земля таджикская. По словам самого Мадумарова, в то время необходимо было как можно скорее решать проблему транспортного сообщения на этой территории. Процесс делимитации и демаркации границ мог занять неопределенное время. Необходимо было снять социальное напряжение и продолжить строительство автодороги. В то время вопрос строительства дороги в объезд таджикского анклава был решен на политическом уровне. Необходимо было срочно решать проблему. Автодорога Ош-Баткен-Исфана имела стратегическое значение. Вопрос решался не сразу. До этого было 3 встречи по этому поводу. Дважды в Ходженте и в Баткене. Я считаю, это было большое достижение для меня лично и для Кыргызстана в целом. Нужно было создать условия, чтобы наши граждане, куда бы они ни направлялись, в Ош, Бишкек, могли передвигаться по нашей территории, не проходя через приграничные посты и не испытывая неудобств. Для этого я и поставил тогда свою подпись. Это был лишь протокол, имевший временный характер. Я возглавлял Совет Безопасности всего 1 год.
По словам бывшего акима Баткенского района, а позже занимавшего должность вице-премьера, курирующего вопрос демаркации и делимитации кыргызско-таджикской границы, Абдурахмана Маматалиева, протокол, подписанный Мадумаровым, не имеет никакой юридической силы. Такие полномочия ему не предоставляло ни правительство, ни президент. По условиям международных правовых норм, встречи по вопросу границ проходили дважды в 1992 и 1994 годах. Президенты новообразовавшихся государств тогда подписали два соглашения о том, что существующие административные границы между бывшими союзными республиками, а также движимое и недвижимое имущество, находящееся на этих территориях, неприкосновенны. И указанный участок в соответствии с обозначениями территории двух стран относился к Кыргызстану. В работе по дальнейшей делимитации и демаркации границ в 2014-2015 годах эти соглашения были взяты за основу. Однако таджикская сторона, по словам Маматалиева, сегодня ссылается на всевозможные протоколы, которые не имеют никакого отношения к процессу определения границ. В разное время, советское время, со стороны Москвы принимали решение о временной передаче каких-то участков из одной союзной республики в другой. Например, вот то место, где вчера начали строить дорогу, это вот Аксай-Тамдык, да, это по всем документам это наша земля, но есть якобы протокол, который разрешал им временно пользоваться нашими пастбищами. Вот на основании этого они пытаются, значит, оспаривать, но мы считаем, что это не спорный участок, это полностью принадлежит кыргызской стороне. По словам посла Кыргызстана в Таджикистане Джаныша Рустембекова, со стороны Кыргызстана не было никаких нарушений двусторонних договоренностей. Строительство дороги необходимо продолжать. Мы должны построить эту дорогу. Она находится на нашей территории. Мы не заходили на чужую территорию. Я думаю, что все будет нормально. На днях я встречусь с президентом Эмомали Рахмоном. На встрече будем обсуждать ситуацию. Ранее президенты двух стран заявляли, что в ближайшие 2 года будет согласована большая часть границы. 3 года назад в рамках процесса делимитации и демаркации госграницы кыргызская и таджикская стороны достигли устной договоренности об обмене земельными участками площадью 16 гектаров. По непонятным причинам обмен пока так и не состоялся. Протяженность общегосударственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном 971 километр. Более 450 из которых не делимитированы. Это более 70 спорных участков, прилегающих в основном в населенных пунктах. В 2018-м на границе Кыргызстана с Таджикистаном произошло 7 приграничных инцидентов. Сценарий, по которому разворачиваются конфликты, почти всегда одинаковый. Местные жители то с одной, то с другой стороны выражают несогласие в вопросе использования территорий, которая после перерастает в стычку с дальнейшим вовлечением в нее силовых структур обеих сторон. Стороны расходятся, предъявляя друг другу взаимные обвинения, так и не придя к решению. Бот Исаев, Александр Симонов, НТС. Консулы за рубежом вносят вклад в популяризацию Кыргызстана и оказывают немалую помощь мигрантам. Об этом президент Сооронбай Джейнбеков заявил на встрече с почетными консулами, представляющими нашу республику в ряде иностранных государств. Очень важно усилить экономические связи, привлекать в страну зарубежные инвестиции, компании и туристов, подчеркнул президент. Рассказал Сооронбай Джейнбеков о недавних преобразованиях и проводимых изменениях, о мерах по созданию благоприятного инвестиционного климата. Особо была отмечена работа консулов в Германии, Японии, Казахстане и России. Глава государства поблагодарил дипломатов за оказываемую социальную поддержку и выразил надежду, что такие встречи станут традиционными. Приоритетными направлениями экономики Кыргызстана являются энергетика, транспорт, обеспечение населения чистой водой, информационные технологии, туризм, сельское хозяйство и экспорт продукции. Активизируется работа в сфере экономической дипломатии. Почетные консулы вносят свой вклад в популяризацию Кыргызстана за рубежом и оказывают немалую помощь. Хочу поблагодарить вас за это. Взрывы и клубы черного дыма. Крупный пожар сегодня произошел в западной части столицы. Возгорание произошло в районе Киркамстрома на пересечении проспекта Дэн-Сяопина и улицы Архангельской. От огня пострадали 3 дома и автоцистерна. Загорелось ее содержимое, предположительно солярка. А после огонь охватил дом, возле которого был припаркован этот самый грузовик. В нем располагался склад. Пожар сопровождался взрывами, так как в этом месте реализовывали ГСМ. Пламя было такой силы,
силы, что перекинулось еще на 2 дома и контейнер. Последний выгорел полностью. У соседних домов сгорела кровля. На месте ЧП работало 5 пожарных расчетов. Сообщение в службу поступило около полудня. К 2 часам возгорание удалось локализовать. Однако потушить огонь окончательно огнеборцам удалось только к вечеру. Возгорание в западной части Бишкека началось около 12 часов дня на пересечении улиц Дэн-Сяопина и Архангельской, недалеко от авторынка Кудайберген. Буквально сразу в небо стали подниматься клубы черного дыма. Горел грузовой автомобиль. На месте случившегося сразу же собралась толпа зевак. Движение на близлежащей трассе затруднилось. По словам местных жителей, в этом районе частники продавали дрова, уголь, солярку. Именно содержимое цистерны и загорелось. Сперва вот из-под навеса дым пошел черный, густой. А потом, значит, вот по шланге перешло это на МАН, 10-тонник. Там крыша загорелась, ну там все пластик. Машину не успели передвинуть. Насчет жертв, ну я не знаю, тут продавец был парень молодой. Он жив, тут ходит, я его видел. Продавали бензин, солярку и эти пластиковые емкости. 500 литров, тонны. К месту возгорания, по словам очевидцев, пожарные прибыли спустя 20 минут после вызова. К тому моменту огонь с полыхающей цистерны грузовика успел перекинуться на жилые дома, расположенные рядом. Большой груз и железный контейнер сгорели полностью. 3 дома пострадали частично. Приехала пожарная машина, но, так сказать, честно сказать, воды там мало было. А другие пожарные просто не смогли проехать, так как дорога, видите, оживленная. Дорогу перекрыли, а машины не смогли проехать. А когда уже приехали, уже было поздно. Вот эти тазалыковские машины тоже вот недавно только приехали. А до этого пожарные расчеты тоже не смогли потушить, потому что пожар был очень сильный. По официальной информации МЧС, для ликвидации возгорания было направлено 5 пожарных расчетов. На место также прибыли медики станции скорой помощи и сотрудники милиции, работники муниципального предприятия «Тазалык» и службы районных электрических сетей. Пострадавших в результате возгорания не обнаружено, а вот масштабы убытков будут известны после проведения необходимых экспертиз. На место было выслано первое подразделение, которое на место прибыло спустя 3 минуты. Начальником караула был дополнительный запрос высылки дополнительных сил и средств. Силами личного состава пожарно-спасательных частей было потушено и локализовано пожар в 13 часов 18 минут. В настоящее время ведется работа по тушению, ликвидации пожара и охлаждению вот этих бочек, где расположены бочки, розливов, солярок, чтобы она обратно не загорелась. Однако официальную причину возгорания пожарные пока не сообщают. По данным службы спасателей, для выяснения всех обстоятельств предстоит провести расследование. По версии очевидцев же, огонь вспыхнул сразу после того, как подъехал грузовик с цистерной. Некоторые из местных жителей даже якобы видели, как сразу после возгорания с места случившегося скрылись несколько пассажиров этого самого грузовика. Машина стояла, а машине сзади, КамАЗ, КамАЗ стоял и начал. Потом они оставили и сами убежали, водители. А потом через где-то 2-3 минуты уже началось гореть весь машин. Потом баба 5-6 раз. Сабина Дамаскина, Урмат Мамбеталиев, НТС. Когда пить воду вредно для здоровья, такая угроза вот уже много месяцев сохраняется в селе Маевка. Только жители об этом узнали буквально на днях. Подозрение вызвало намерение местной власти срочно бурить 3-ю скважину при имеющихся 2, объема которых вполне было всегда достаточно для нужд поселка. Выяснилось, что в почву, а после и в воду просочился 6-валентный хром. Источник заражения – завод Фрунзе, на котором ранее шло активное промышленное производство с применением этого токсичного вещества. Там его обнаружили в декабре. Санэпидемслужба подтвердила, что в районе Маевки содержание хрома в воде оказалось превышено в несколько раз. И для того, чтобы ситуацию исправить, воду из скважин с местной территории стали смешивать с той, что подается из городского водопровода. Но это лишь временная мера. На новую, более глубокую скважину нужно 6 миллионов сомов. В проблеме разбиралась Анастасия Соболева.
Шеститысячное население Маевки сейчас водой обеспечивает лишь одна скважина. Глубина ее 130 метров. Вода заражена хромом. По этой же причине закрыли вторую скважину. И чтобы немножко снизить в ней содержание хрома, эту воду смешивают с той, что сейчас подают из города. Наличие токсичного металла в воде обнаружили еще в декабре. Тогда и закрыли вторую скважину. В 3 раза было превышение допустимой нормы хрома. В зимний период для нужд поселка использовали одну скважину. Вторую подключали летом, когда возрастает потребность в воде. Загрязнение идет именно от хрома, от завода Фрунзе. И оно уже давно достаточно стабильно и сползает постепенно вниз. Вот сейчас дошло до Маевки. Мы им рекомендовали решать вопрос о целесообразности бурения скважин. То есть вот этот водозабор в ближайшие 5 лет как минимум, он не очистится. Пройдет еще лет 5, может быть и больше, только тогда будет вода чистая. Некоторые местные жители возмущаются. Узнали об этом ЧП совершенно случайно. Всего лишь 2 недели назад. Начали осведомляться обо всем подробнее уже у госорганов. О ситуации с водой местные власти информацию упорно скрывали. Когда они об этом узнали, они сразу должны были посоветоваться и собрать депутатов, провести сессию. Собрать в сессию, пускай депутаты проведут на участках везде предупреждение или общий сход проведут. Но ничего этого не было сделано. Люди продолжали и в какой-то мере продолжают пить. Администрация не согласна. Там говорят, что все видели, как водопроводные сети Маевки подключали к городским. Отметим, 6-валентный хром для человеческого организма опасен. В основном кишечными заболеваниями страдают почки и печень. Специалисты добавляют, есть риск еще и онкологии. В декабре Госанэпиднадзор брал пробу в соседних с Маевкой населенных пунктах. В селе Пригородное, жилмассивах Сонкуль, Беремдик, Лесхоз и МТФ. 6-валентного хрома там не обнаружили. Разбавление хромированной воды с водой из столичного водопровода для нужд жителей Маевки дало положительный эффект. Когда они это все сделали, провели перемешивание, мы опять отобрали пробы воды для того, чтобы удостовериться действительно, чтобы ПДК не было, то есть хром не превышал ПДК. Мы провели эти исследования и дали добро, в принципе, после промывки скважин, всех сетей полностью, провели промывку, и последние результаты исследования, там не было превышения ПДК. То есть вода соответствовала нормам. Соглашение с мэрией города составили на 3 месяца. Вот только в летний период потребность в холодной воде в самом Бишкеке тоже возрастает. И столичный муниципалитет, говорят, в поставках воды может отказать. Надо быстрее бурить другую скважину. Вопрос в финансах. Нужна скважина глубиной не менее 300 метров. На это нужны большие средства. 6 миллионов 300 или 600 сомов. Общая сметная стоимость скважины составляет. Но сейчас вот мы письма везде разослали, где возможно, во всевозможные фонды, плюс департамент водоснабжения, и там мы были. Сейчас инвестора ищем, потому что мы своими силами не осилим такую сумму. У нас 6 миллионов – это годовой бюджет. Есть еще один вариант – увеличить глубину старой и пока единственной скважины до тех самых 300 метров. Финансов понадобится поменьше – около 2 миллионов сомов. Проверять завод Фрунзе, говорят специалисты, сейчас смысла нет. Гальваническое производство там давно прекращено. Пятно 6-валентного хрома ушло под землю и так попало в воду. В Госанэпиднадзоре раз в месяц мониторят ситуацию. Можно 6-валентный хром дезактивировать, преобразовать в 3-валентный. Он безвреден для человеческого организма. Вот только этим у нас в стране никто не занимается. Анастасия Соболева, Диас Акимбаев, НТС. Отделение краткосрочного пребывания открылось сегодня в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи. Рассчитано оно на 45 коек. Там будут наблюдать маленьких пациентов, которым не нужна длительная госпитализация. При этом они нуждаются в экстренном хирургическом вмешательстве. После оказания помощи в таких случаях некоторое время врачам необходимо наблюдать за их состоянием. Как правило, под присмотром медиков дети в этом блоке будут находиться от нескольких часов до суток, после чего их отправят домой. За счет расширения помещения у докторов отделения появилась возможность проводить диагностику одновременно почти 100 больных. В отделении предусмотрены врачи различных профилей. В функции краткосрочного стационара входит комплексное обследование и лечение. Там же появилась и своя отдельная операционная. Отметим, что создать такое отделение удалось за счет бюджетных средств.
Есть такие операции больные, которые не требуют после операции длительной госпитализации. Раньше же такого не было. Вот, например, с грыжей, водянкой положили в отделение, он лежит. А ему больше, прооперировали, ему больше ничего не требуется. То есть его прооперировали, можно через 5-6 часов выписать дома, только обезболивать. И вот это отделение, как раз хирургическая его часть, вот для этого мы и приспособили. Кроме того, вот здесь вы видели, специально мы выделили, сделали комнату перевязочная, где будем инородные тела дыхательных путей, пищеводов, о которых мы много говорим. Мы их будем туда госпитализировать, и они тоже 3-4 часа после этого находятся, все, выходи. А раньше они поступали в отделение. Раньше такие больные были, и они сразу госпитализировали в стационар. И в итоге это было даже экономически невыгодно. Некоторые через день из вот такой критической ситуации уходили и домой выписывались. Это тоже такой неполноценное использование дорогостоящей стационарной коек. А там оплачивают за каждый пролеченный случай примерно больше 8 тысяч сомов. А здесь они прерывают, все вот эту свою болезненную экстренную ситуацию уходит, и можешь выписываться, и деньги с государства тоже экономно расходуют. Исламский институт в Китае как высшая религиозная школа. Расположено учебное заведение в городе Урумчи, Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Поступают туда в основном абитуриенты, приехавшие из отдаленных сел, закончившие 11 или 9 классов. В их числе этнические кыргызы, проживающие в КНР. По их словам, условия для студентов созданы хорошие. Помимо бесплатного обучения им также предоставляют общежитие и платят неплохую стипендию. Особо отличившиеся и старательные могут рассчитывать на 4000 юаней в год. Все расходы института на себя берет правительство. Кроме знаний в области ислама, в образовательном учреждении преподают основы культуры, истории и конституции Китая. Большим количеством мечетей и религиозных школ в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе никого не удивишь. В свободе вероисповедания никаких ограничений нет. Каждый руководствуется только своими взглядами. Это здание – главный корпус Исламского института. Рассчитан он на 1200 студентов. Изучать тонкости религии приезжают сюда и этнические кыргызы, проживающие в отдаленных уголках Китая. Как правильно читать и понимать Коран, держать пост, следовать мусульманским традициям и канонам – этому и многому другому обучают образованные педагоги. Сам живу в селе. В Урумчи я приехал специально, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Срок обучения 4,5 года. Скоро уже выпускаюсь. При углубленном изучении ислама мы должны понимать и разговаривать на арабском языке, знать хадисы пророка. Но в то же время нам преподают и разные другие предметы, а также объясняют все светские законы. В моем селе мусульман много. Есть большая мечеть. В Китае нас никто не заставляет менять веру, но и мы с уважением относимся к другим конфессиям. В институте можно встретить не только молодежь, но и зрелых студентов, которые уже служат имамами в мечетях и ратуют за самообразованность. Сам вуз имеет за плечами 32-летнюю историю. С момента открытия учреждения тысячи выпускников связали свою жизнь с религиозной деятельностью, обладают широким кругом знаний не только в области ислама, свободно владеют несколькими языками и хорошо востребованы как высококвалифицированные специалисты. По словам педагогов, условия в Исламском институте Урумчи разработаны таким образом, чтобы студент получал удовольствие от учебы. Предоставляется жилье, приличная стипендия, образовательные программы на выбор, рассчитанные на 2 года, 3 и 5 лет обучения. Все абитуриенты, поступающие в наше учебное заведение, обязательно должны иметь аттестат об окончании школы, 11 или 9 классов образования. Все, кто справился со вступительным тестом, будут зачислены. В институте работают несколько десятков профессиональных учителей. Исламский институт разместился на территории площадью 50 тысяч квадратных метров. Функционирует большая библиотека. Имеется общежитие на 250 комнат. Для некоторых категорий студентов, например, приезжающих с юга СУАР, есть возможность поступить на бюджетные места. Прилежным и успевающим платят стипендию в виде 4000 юаней в год. Это около 40 тысяч сомов. У нашего института 8 филиалов. Кроме базы
базовых и углубленных знаний ислама преподаются такие предметы, как история, культура, конституция Китая. Молодым людям мы в первую очередь прививаем дисциплину. С прошлого года ввели специальные курсы для служителей храмов. Открыто несколько видов таких курсов. Каждая длится полгода. Все расходы на обучение берет на себя правительство. В среднем выделяется по 40 юаней ежедневно на каждого студента. Институт полностью дотационный. В год из госбюджета на его нужды направляется до 4 миллиардов юаней. Алексей Немашкал, Каир Джалубекова, Урмат Мамбеталиев, НТС, Китайская Народная Республика. Этот материал завершает наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что были с нами. В субботу и воскресенье смотрите итоги недели с Мирджаном Балыбаевым. Мы же с вами прощаемся и желаем вам приятных выходных.